Поступило еще 8 пациентов, и пациенты еще поступают. В основном поступают пациенты возрастные и поступают с клиникой пневмонии, с высокой температурой, с кашлем, с респираторными проявлениями. И у них практически все эти пациенты уже с пневмонией. Поэтому лечение назначается индивидуальное, в зависимости от степени тяжести состояния, в соответствии с рекомендациями. Вышла 5-я версия методических рекомендаций Минздрава России, в соответствии с которыми мы и назначаем лечение. Пока все необходимое имеется, лекарственные препараты имеются, защитные средства для медицинских работников также имеются. К сожалению, есть заболевшие и среди медицинских работников, но это больше легкая степень заболевания. И те работники, которые заболели, они отстранены от своих обязанностей. Конечно же, они изолированы. Везде проведены соответствующие дезинфекционные мероприятия. Ну и к выписке готовятся у нас 5 человек. Из них один, возможно, выпишется уже сегодня, потому что заканчивается срок карантина и показатели все хорошие. Ну и должна сказать о том, что человек, выписавшийся, проболевший этой болезнью, он, конечно же, никому не заразен. А на сегодняшний день сокращения не наблюдается, наоборот, больных становится все больше. И, как я уже говорила, в первую неделю это была легкая степень заболевания. Сейчас больные поступают уже с развившейся пневмонией. Это подтверждается рентгенологически, на компьютерной томографии. Мы сейчас практически всех больных, которые поступают с признаками пневмонии, с одышкой, с кашлем, с температурой, мы всем делаем компьютерную томографию, и подтверждения, конечно же, вот такие вот документальные, инструментальные подтверждения, они дают основания нам предполагать, что это вирусная инфекция, что это ковид, но тем не менее, не дожидаясь результатов, мы начинаем лечение, но тем не менее тесты, пробы проводятся, мы подтверждаем их, либо отрицаем эти пробы, референс-центры проверяют наше тестирование. Я думаю, что люди, все-таки больше людей сознательных, прислушаются, увидят, что действительно происходит. Вы же знаете, что 2 человека умерли, к сожалению, потому что поступили поздно, поступили уже с развившейся болезнью, и вот возраст, который, конечно же, является критическим. Во всем мире наиболее такие уязвимые – это люди после 60 лет. И, конечно же, мы думаем, что сейчас, наверное, я не могу констатировать, пик происходит или нет, но, по крайней мере, увеличение количества больных и заболевших. И я думаю, что большое количество людей все-таки ходит без проявления заболевания, без признаков заболевания. Скорее всего, очень большая часть людей переболеет незаметно для себя в легкой форме. Вот поэтому все меры эпидемиологического характера, все меры предосторожности, все меры предупреждения этой болезни, они очень актуальны.